Внутри функции «если» мы проверяли логическое выражение и выясняли, истинно оно или ложно. Давайте вынесем его в отдельную ячейку. Пишу равно и проверяю, что ячейка c7 больше 10. В результате мы получаем истину. Если я протяну формулу вниз, то теперь у нас будет проверяться ячейка c8, и так как она не больше 10, то соответственно в результате мы получаем ложь. Это мы проверили одно логическое выражение. Если логических выражений будет несколько, для их проверки мы воспользуемся функцией «и». По условию задачи мы должны предоставить скидку 10% на розы оптом. То есть у нас есть два условия. Мы продаем розы, и покупка является оптовой. Оптовой является покупка больше 10 штук. Давайте проверим оба этих условия одновременно. Пишу равно и, открываю скобку. Внутри функции «и» нам нужно указать первое логическое выражение. В нашем случае мы будем проверять ячейку А7, она должна быть равна розы. Не забываем указывать текстовые аргументы в кавычках. Точка с запятой. Второе условие – покупка должна быть оптовой. Обратите внимание, что второе и последующие логические выражения внутри функции «и» являются опциональными и могут быть опущены. Для проверки на опт мы будем брать ячейку C7 и проверять, что она у нас больше 10. Закрываю скобку. Итого у нас есть два логических выражения, объединенные функцией «и». Функция «и» выдаст истину в том случае, если все эти условия одновременно являются истинными. Если хотя бы одно из них ложно, то и вся функция «и» выдаст нам ложь. Для данной ячейки оба условия истины, и розы, и опт. Давайте протянем формулу вниз. Мы видим, что в остальных случаях везде ложь, то есть хотя бы одно из условий не выполняется. Ну, например, вот здесь у нас оптовая покупка, но при этом цветы другие. Теперь то же самое в цифрах. Предоставим скидку 10% на розы оптом. Для этого мы воспользуемся уже знакомой нам функцией «если». Пишу равно «если». В качестве логического выражения мы будем проверять сразу два условия розы оптом. Для того, чтобы проверить два условия, мы воспользуемся функцией «и». Открываю скобку и внутри функции «и» пишу наши условия. Они будут те же самые. Ячейка А7 должна быть равна розы, точка с запятой, и ячейка C7 должна быть больше, чем 10. Оба логических выражения внутри функции «и» прописаны. Закрываю скобку для функции «и» и ставлю точку с запятой. Мы переходим к значению «если истина». Тот случай, если оба условия являются истинными. В этом случае мы возьмем цену, умножим ее на количество и результат домножим на 0,9, чтобы уменьшить стоимость на 10%. Точка с запятой. В качестве значения «если ложь» мы возьмем цену и умножим ее на количество, тем самым получив стоимость. Но так как это значение «если ложь», значит какое-то из условий не выполнено, скидку мы предоставлять не будем, поэтому закрываю скобку для функции «если», нажимаю на ввод и получаю результат. Как мы видим, скидка на розы оптом у нас предоставлена, так как здесь оба условия являются истинными. Протягиваю формулу вниз и вижу результаты для остальных строк. По последней строке мы видим, что скидка в данном случае предоставлена не была.